С добрым утром, на часах 7:00, а значит, пришло время программы «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Меня зовут Мадина Халикова, я и мои коллеги подготовили для вас очень интересные события дня сегодняшнего и, собственно, интересных гостей. Мы работаем в прямом эфире, и поэтому можете присылать свои поздравления, пожелания, вопросы и сообщения в наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, а также подписывайтесь в наш Инстаграм «Утро Якутии», вбивайте в поиски и сразу же нас найдете. Сегодня тема дня у нас очень интересная. Мы поговорим про талантливых людей. Талант может быть в абсолютно разных сферах. Мы можем хорошо петь, танцевать, увлекаться спортом профессиональным, а также есть и не толстеть. Это тоже своеобразный талант. А какими талантами обладаете вы, ваши знакомые или родственники? Расскажите нам, мы с удовольствием об этом узнаем и расскажем всем нашим зрителям. Присылайте в наш WhatsApp. Еще раз напоминаю, номер 8 914 273 44 88. Ну а сейчас пришло время рассказать о погоде. В центральных районах -5 плюс 3 на 6 утра. В Заречной группе -7 минус 1. В южных +3 плюс 11 потеплело. В Вилюйской группе 0 плюс 2. В Нижнеленских +3 плюс 5. В западных +2 плюс 6. В Колымо-Индигирской группе улусов -8 минус 1. В Янских -8 минус 3. На северо-западе от 0 до +2. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила -5 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Безветренно. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура +13, +15. Погода последними весенними днями радует нас. И сейчас, конечно, пришло время узнать о последних событиях дня сегодняшнего. И передаю слово в информационную службу. Меры по выявлению признаков ОРВИ усилят при входе в образовательные учреждения в республике. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова. По ее словам, за последние 2 недели в республике наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста и молодежи. Поэтому в школах, СУЗах и вузах, а также на предприятиях и организациях необходимо усилить проведение утренних фильтров для своевременного выявления лиц с температурой и признаками ОРВИ, чтобы не допускать их к учебе и работе, подчеркнула она. Фонд развития Абу-Даби из Арабских Эмиратов безвозмездно передал научно-лабораторное оборудование стоимостью $500 тысяч для развития совместного проекта с Северо-Восточным федеральным университетом «Возрождение мамонта и других ископаемых животных». Как ранее отмечали, в Фонде развития Абу-Даби приоритетом для организации является поддержка совместного проекта СВФУ «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», в частности, проведение молекулярно-генетического анализа ДНК древних животных. Выделение СВФУ грантовой субсидии – первый случай в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу-Даби. Программа развития сельского хозяйства до 2025 года расширена. В документ вошли 4 новые подпрограммы по производству кормов для животных, селекции масленичных культур, генетики крупного скота и развитию виноградарства. Постановление вступило в силу. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана снять технологическую зависимость России от импортного семенного материала в растениеводстве и племенного в животноводстве. Как отметили в правительстве, на выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Скверы, аллеи и памятные места – все это строится силами самих жителей с помощью администрации столицы города. Проект «Народный бюджет» реализуется уже 7-й год. За это время построено и отремонтировано более 260 культурно-спортивных объектов, детских площадок, отснято 4 художественных фильма, напечатано много книг. Также в рамках проекта развивается волонтерское движение и проводятся благотворительные акции. Продолжается сбор заявок на участие в проекте «Народный бюджет 2022» для того,
того, чтобы пройти конкурсный отбор, инициаторы должны выкладывать не менее 20% от стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Для реализации в этом году выделено 8 миллионов рублей. 4 направления по благоустройству, строительству, по ремонту, реконструкции мест общественного пользования, проведение благотворительных, культурных, образовательных мероприятий. Могут принять участие так физические лица, так и организации, юридические, индивидуальные предприниматели. Одним из условий проекта «Народный бюджет» является вложение своих средств от общей суммы проекта не менее 20%. Эти 20% вложения населения не обязательно деньгами. Можно и свой труд, и если горожане используют оборудование, могут внести свои 20%. Компания Central Partnership сообщила о начале съемок полнометражного фильма «Чебурашка» в городе Сочи. Также съемки пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а затем в Москве. По сюжету фильма «Чебурашка» не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако он попадает в город у моря, где встречается с разными героями картины. Персонаж появится на большом экране с помощью компьютерных технологий. И релиз картины запланирован на 1 января 2023 года. Фильм «Нучи», снятый Владимиром Монкуевым, получил положительные отзывы от обозревателей «Кинопоиск» в рамках отечественного кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи. Напомним, сюжет разворачивается в якутской семье 19 века, которые потеряют русского каторжника. Это событие меняет их жизнь и ставит под удар будущее. Кинокартина снята по произведению Вацлава Серашевского, молодым режиссером, выпускником Арктического государственного института культуры и искусств Владимиром Монкуевым. А продюсерская часть была возложена на именитого режиссера, сценариста и продюсера Бориса Хлебникова. В главных ролях также снялись выпускники вуза Ирина Михайлова и Павел Колесов. За их актерской игрой можно будет наблюдать уже в этом месяце. Спасибо коллегам за такой подробный выпуск. Ну а мы продолжаем. И сейчас заряд бодрости и активности нам подарит Александра Васильева, наш фитнес-тренер, который обладает талантом каждое утро дарить нам зарядку. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, я фитнес-тренер спортивного клуба «Стафит». И сегодня я предлагаю вам тренировку для всего тела. Поехали! На этом наша тренировка закончена. Всем отличного дня. Любите спорт.
В Якутске запускается новый проект. Это медиашкола для таких талантливых, своеобразных, своенравных подростков от 12 до 18 лет, где они смогут проявить себя и в фотографии, и в СММ, и в различных сферах медиа. Медиа, которая расширена, наверное, сейчас уже и не имеет границ. И сегодня в гости к нам пришли основатель школы Дмитрий Попов и преподаватель этой школы Виктор Кривогорницын. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея основать эту школу, что это за место? Ну, идея у нас основать пришла уже давно, 2 года, как мы решили то, что подростки — это такая вот творческая прослойка общества, которая требует внимания, потому что недооцененная эта группа. Поэтому мы решили сделать курсы, которые помогут раскрыть таланты подростков. Это вот фото, видеография, СММ, дизайн и медиаграмотность. То есть вот 5 тем, которые изучаются у нас на годовом курсе. Расскажите, какие направления уже набраны, что, собственно, углубленно будете изучать, когда школьники смогут уже приступить, школьники, подростки, студенты? У нас курс запускается 27 сентября, то есть уже буквально через несколько дней. Углубленно вообще у нас нет каких-то стартовых требований, да, то есть там подросток приходит с нуля, и он до углубленного уровня изучает фотографию, видеографию, и 1 месяц отдается вот под дизайн, СММ, медиаграмотность. Хочу добавить, мы разделяем конкретно то, что hard skills, вот, которые сказал Дима, да, это вот фотография, видеография, вот, где нужно знать что-то, уметь что-то и пользоваться камерами. И есть soft skills. Это умение общаться, умение работать в команде, умение выражать свои мысли, работать в команде и договариваться с клиентами. Вот именно вот на soft skills мы очень большой упор делаем. Почему? Ну, потому что это самые важные навыки, которые сейчас нам нужны, мы считаем. Потому что если у нас в будущем все может замениться. Камеры, все, даже фотографы, все, операторы, все может измениться. Сейчас футбол снимают роботы. Ну да, Да, вот. вообще сейчас почти Да. все нам заменили гаджеты. И именно мы считаем то, что именно способные дети, они должны уметь хорошо говорить, общаться, коммуницировать. Это самые важные навыки, мы считаем. Вы как считаете, нужно ли обладать особым талантом, чтобы попробовать себя в медиасфере? Или это может сделать абсолютно любой подросток, у которого есть желание? Конечно, да. Да. Талант это очень много факторов, которые сплелись случайно, да, можно и случайно, может быть, это мы направленно хотим сделать. Это вот желание, интерес, условия, время, место, это вот все сплелись. Вот, например, кто-то сегодня включил, например, телевизор, да, собирая детей. Если бы не включил, он бы о нас не узнал. И было бы, и мы вот вероятность этих случайностей генерируем и создаем условия безопасные. И какие условия? Безопасные, интересные. У нас творческая безопасная среда, где можно творить, создавать, и при этом никто как бы не несет, получается, ответственности. Можно пробовать, ошибаться, потому что без ошибок нет развития. Я с вами абсолютно согласна, но сейчас поистине время интернета, когда все подростки сидят в различных соцсетях, где проявляют себя, где могут выйти, включить камеру и уже получить большую аудиторию. Чему вы сможете их научить там? И сможете ли вы их раскрепостить, заинтересовать и поистине сделать так, чтобы они смогли дальше развиваться? Очень хороший вопрос. Как раз-таки вот использование медиа, использование соцсетей, интернета, да, мы учим медиаграмотности. Это очень немаловажный фактор. Это убирает вероятность ошибок, угроз, которые может привести, есть опасность медиа, соцсетей и вот умение фильтровать информацию. Медиамусор вот этот. Да, фильтровать информацию, умение находить настоящие факты. Знания все есть уже в интернете. Мы учим искать и пользоваться правильно этими знаниями. Что нужно знать начинающим медийщикам?
начинающим медийщикам, вообще, которые начинающие, им, в принципе, ничего не надо знать. Да? Вот когда они только начинают, они должны понять, какие им инструменты нужны для того, чтобы развиваться в этой сфере. Вообще, что бывает, как работать над проектом совместно с другими членами команды, да? Потому что вот крупные проекты, они могут реализовываться только в командах. Поэтому самое главное — это вот софты, то есть желание поработать в команде, может быть, желание найти друзей, это уже достаточно. Как к вам попасть? Как записаться на курс и куда обращаться, если ребенок захочет пойти в вашу школу? У нас сейчас как раз идет набор. Мы 27 сентября начинаем, вот с понедельника. Можно в инстаграме медиашкола, в Багисе можно, у нас сайт есть, медиашкола Якутск, можно написать. И мы все сделали, чтобы нас легко найти. Ну да, это самое главное. Да, Собственно, век интернета. Было бы странно, если бы вас было тяжело найти. Да. Дмитрий, Виктор, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам. Ну а сейчас я хочу сказать, что сегодня отмечается день рождения несколько, безусловно, талантливых людей. Например, в этот день, в 1870 году, родилась Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая олимпийская чемпионка, женщина, чемпионка Олимпийских игр среди женщин. В 1900 году родился Сергей Ожегов. Я думаю, он не нуждается в представлении, но напомню, что это советский лингвист, языковед, лексикограф, автор словаря русского языка. А в 1938 году появился на свет певец и актер Дин Рид. Чем еще в истории отметился день 22 сентября, расскажем далее. На календаре 22 сентября сегодня отмечают Всемирный день носорогов, День защиты слонов, День долгожителя, День мороженого в рожке, День белого шоколада, День бизнес-леди, День сети или One Web Day, Всемирный день без автомобиля. По народному календарю отмечают День осеннего равноденствия. В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор, благодаря чему длина ночи и дня становится одинаковой. В старину в этот день чтили Солнце и поминали усопших, а также следили за приметами. Если на иве начали опадать листья, то зима наступит рано. События в этот день. Русские основали первое постоянное поселение на Аляске – гавань трех святителей. В 1839 году в память об Отечественной войне 1812 года в Москве начато строительство нового храма Христа Спасителя. В этот день президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов. Постановлением Совета народных комиссаров СССР в Красной армии введены персональные воинские звания. В этот день родились Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле. Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр, проведенных среди женщин. Алексей Лосев, русский философ, писатель. Сергей Ожегов, советский языковед, лексикограф, профессор, автор словаря русского языка. Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер, общественный деятель. Именины в этот день отмечают Харитон, Сергей, Никита, Иосиф, Захар, Дмитрий, Григорий, Василий, Афанасий, Алексей, Александр, Аким, Анна. Как мы уже сказали, сегодня во всем мире отмечается День без автомобиля. Но Франция и власти Парижа отметили этот день чуть раньше. В Париже почти во всех районах города в воскресенье ограничили движение. На основных магистралях районах полиция выставила ограждения. Проехать мог только общественный транспорт и машины экстренных служб. Дороги закрыли в рамках экологической акции «День без автомобилей». Обычно загруженные дороги на один день оказались в распоряжении пешеходов и велосипедистов. Многие горожане и туристы отправились на Елисейские поля, чтобы посмотреть на Триумфальную арку, ставшую на время арт-объектом с ракурса, который обычно доступен только водителям. День без автомобиля организует парижская мэрия, которая в последнее время предпринимает немало усилий по борьбе с загрязнением воздуха. Ранее в городе существенно ограничили скорость движения на большинстве дорог с 50 до 30 км в час, а некоторые загруженные улицы вдоль Сены стали полностью пешеходными. Как гласит народная шутка, если не успел похудеть к лету, не отчаивайтесь, похудеете к Новому году. Ну или чтобы такое съесть, чтобы похудеть.
Действительно, для многих проблема лишнего веса стоит остро. И как с ней бороться, что нужно сделать, расскажет сегодня наш доктор. Тогда прислушайтесь к этим советам, тогда показатели весов вас не будут расстраивать. Доброе утро! Если масса тела повышена и стрелка весов начала ползти вверх, эти простые правила помогут помочь самостоятельно снизить массу тела, повысить эффективность назначения врача, улучшить прогноз и качество жизни, а также вернуть и сохранить хорошее самочувствие. Прием пищи должен быть не менее 4-5 раз в день, небольшими порциями. Не пропускайте основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин. Перекусывайте только, если действительно голодны. И выбирайте правильный перекус. Например, овощи и сыр. Стакан воды без газа за полчаса до еды снижает аппетит. Не заедайте плохое настроение. Не поощряйте и не наказывайте детей едой. Не ешьте за компанию. Не бойтесь оставлять на тарелке недоеденное. Покупайте продукты по заранее заставленному списку. Не покупайте продукты в состоянии голода. Читайте этикетки. Не доверяйте словам «диетический», «низкокалорийный». Старайтесь готовить без добавления масла. Введите дневник питания. Немного стоит сказать и об алкоголе. Важно понимать и помнить, что под действием алкоголя теряется контроль над аппетитом. Кроме того, алкоголь сам по себе – это калорийный продукт. В 1 грамме спирта содержится 27 килокалорий. Безопасных доз не существует. Откажитесь от употребления алкоголя, запишитесь на прием к врачу-диетологу. Как настроиться с утра на позитив? Исследования показывают, что если начать утро правильно и активно, то тогда заряд бодрости будет на весь день, и уныние точно вас не настигнет. Как правильно заниматься спортом, с нами поделится серебряный призер Паралимпийских игр, поистине талантливая девушка Анастасия Диадорова. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в спорткомплексе «Самородок», а рядом со мной интересный, удивительный человек с интересной и удивительной судьбой. Ну, наверное, все ее знают. Это Анастасия Диадорова, серебряный призер Паралимпийских игр, заслуженная мастер спорта по плаванию Российской Федерации. Доброе утро! Доброе утро! Анастасия, ну, мы сейчас не случайно находимся в этом спорткомплексе. Рядом вода, бассейн. Вот вода – это ваша стихия. Вот все-таки, если вот перелистать, да, вот эту вашу страницу жизни, вот ваше знакомство с водой, вот с бассейном, вот когда это случилось, и вот насколько вот это вот попало в вашу душу, что сейчас вы без спорта, без воды вообще никак? Я думаю, что любовь к спорту, она была от родителей, от папы. Папа у меня мастер спорта международного класса по вольной борьбе, и это уже в крови было заложено при рождении. А к плаванию тоже меня приучил папа. Он тренировал в спорткомплексе, где был бассейн. И вот мы все детство тусовались в бассейне. И когда я первый раз смогла проплыть на спине, я была очень радостная и побежала к папе на тренировку. Мне было все равно, что он там работает или еще что-то. Я говорю: папа, смотри. Я научилась плавать, и он пошел со мной, посмотрел. Недолго думая, сразу меня в большой бассейн кинул. Спорт начался намного позже, потому что я начала заниматься в 13 лет. И все-таки, наверное, даже уже после того, как я попала в спортивную группу, я не думала о том, что я стану профессиональным спортсменом. И мне больше всего зацепило был коллектив, люди, другие ребята, которые занимаются, тренер. То есть все равно есть такой человеческий фактор в первую очередь. Это вот вся эта атмосфера и в целом то, как можно себя раскрыть, наверное. Вообще спортсмены, да, вот, у них, конечно, своя жизнь. Режим у них особый, встают рано, занимаются постоянно вот именно спортом. Вот у вас какой порядок, да? Вот. Все-таки ритм вашей жизни, он какой? Да. Он Когда я готовилась к Паралимпийским играм, у нас утренняя тренировка была в 7 часов, поэтому я вставала в 5. Сначала я делала
пила воду обязательно натощак, потом делала зарядку, легкий завтрак и ехала на тренировку. И после утренней тренировки я приезжала и делала второй плотный завтрак. Так. Вот. И есть свободное время для того, чтобы либо заняться какими-то делами, либо отдохнуть, если есть возможность обязательно поспать. Мне очень хочется четко следовать своему какому-то плану. Вот даже сегодня, у меня все очень четко расписано. И я люблю, чтобы было по времени четко, чтобы не было впустую потрачено время. И сейчас я себя сдерживаю, чтобы не начать планировать. Мне нужно отдохнуть, потому что это был очень долгий цикл. Мы 9 лет готовились, 9 лет были в напряжении и постоянном каком-то подвешенном состоянии из-за того, что мы не знали, состоятся игры, не состоятся. Ну, в общем, после того, как нас не допустили в Рио, мы были готовы ко всему, да, то есть мы были готовы к тому, что в последний день нам скажут, вы никуда не поедете, мы были к тому, что мы можем сдать положительный ПЦР-тест, и поэтому, так сказать, жизнь научила жить тоже одним днем и делать максимум именно в этот день. Я стараюсь видеть возможности в любой ситуации, например, больше всего возможностей, как ни странно, в ситуациях, которые нам кажутся безвыходными. В ситуациях, когда, очень тяжело, очень сложно, какие-то проблемы. И вот в этих ситуациях очень много возможностей именно для роста, для того, чтобы взглянуть страху в глаза. И вот именно в эти моменты нужно уметь немножко, может быть, даже со стороны посмотреть на себя, на эту ситуацию, и тогда ты можешь увидеть немножко больше. Понятное дело, осень, в Якутии мамы хотят или папа отдать своих детишек в бассейн, да, вот. Как не навредить ребенку, не заставлять, но чтобы сделать так, чтобы он полюбил то, что он занимается, конкретно именно плаванием, вот чтобы не нарушить баланс, вот как с вами папа поступил, вот как можно это сделать, не обидев ребенка и не заставлять ребенка, главное. Дети смотрят на нас, как на пример, всегда, да, либо это старший брат, либо это родители, старшая сестра. Дети хотят быть похожими на тех, кого они знают. Не на людей из телевизора, а вот именно конкретно вы. И если вы ведете активный, здоровый образ жизни, они будут стремиться к такому. То есть в первую очередь нужно начинать с себя. И любовь к спорту, наверное, нужно поддерживать похвалой и разговаривать, спрашивать. И когда вы проявляете к этому интерес, ребенок тоже будет проявлять к этому интерес. Как начинать свое утро? Вот как вы его начинаете, чтобы день прошел просто позитивно, чтобы все, что ты четко распланировала, получилось? Мне помогает зарядка. Когда тело, оно просыпается, сначала, конечно, тяжело, потом уже становится сложно без этого, наоборот. И зарядка очень... можно подобрать себе какой-то определенный комплекс и выполнять его, да, и периодически менять, потому что тело привыкает. Либо делать каждый день что-то новое. Сейчас в интернете очень много программ, на 20-30 минут, какая-то разминка, йога, еще что-то. И все можно подобрать по возрасту. Если есть какие-то ограничения, конечно, лучше сначала проконсультироваться с врачом и потом уже подобрать для себя программу вместе со специалистом. Спасибо вам большое за такое позитивное, интересное, Спасибо. увлекательное историю, интервью. И я очень рада, что я с вами познакомилась лично и беру у вас интервью. Я очень надеюсь, что это наше не последнее интервью. И пожелаем нашим телезрителям доброго утра. Доброго утра. Доброе утро, коллеги. Ну и, собственно, конечно, когда смотришь такие интервью и видишь таких людей, которые мотивируют тебя, заставляют встать с кровати, с дивана и начать заниматься активным образом жизни, жить здоровой, полноценной жизнью, несмотря ни на какие трудности, но это дорогого стоит. Спасибо Ирине, что она, конечно, подготовила такое интервью для нас. Ну а я перехожу к одной очень интересной теме и еще одних очень талантливых людей, которых вы наверняка все знаете. В Лос-Анджелесе вручили одну из престижнейших телевизионных премий «Эмми». В этом году триумфатором премии стал сериал «Ход королевы». Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли гениальной шахматистки Бет Хармон, в мини-сериале «Ход королевы» позирует перед началом церемонии вручения телевизионных премий «Эмми». В отличие от прошлого года, событие прошло не онлайн, а в традиционном
формате. «Ход королевы» наряду с многосерийной драмой о Елизавете II и британской королевской семье «Корона» получили больше всего наград, обе по 11. Оба проекта произведены стриминговой платформой Netflix. Лучшей актрисой драматического сериала признана Оливия Колман, сыгравшая королеву в «Короне». Лучшим актером в этом формате стал Джош О'Коннор, исполнитель роли наследника престола Чарльза. Он лично присутствовал на церемонии в Лос-Анджелесе. Сценарист Питер Морган и другие британцы, номинанты и лауреаты, наблюдатели за происходящим из Лондона. Лучшим комедийным сериалом признан «Тед Лассо», производство компании Apple TV+. Исполнитель главной роли и продюсер Джейсон Судейскис, сыгравший тренера по американскому футболу, работающего с клубом английской премьер-лиги, обошел конкурентов в гонке за звание лучшего в своем жанре. «Тед Лассо» и космический вестерн «Мандалорец» получили по 7 премий Эмми. Из событий в Лос-Анджелесе доброе утро. И из событий Лос-Анджелеса мы переносимся к событиям нашего дня. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших сообщений на наш WhatsApp 8 914 273 44 88. Тема сегодняшнего дня – это таланты. Если у вас, у ваших людей, близких, родственников есть какие-то особенные таланты, а может быть и не самые особенные, но вы считаете, что этот человек действительно в этом талантлив, присылайте нам свои фото, видео, истории. Мы с удовольствием их зачитаем и в нашем Инстаграм, возможно, даже опубликуем. Я напоминаю, номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну а сейчас настало время новостей. Я передаю слово нашим коллегам в информационную службу и хотим познакомиться с событиями к этому часу. Министерство промышленности и торговли предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования. Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования. Сегодня в программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше 6 лет и находящиеся в собственности больше года. Речь идет о скидке в 10%, а для жителей Дальневосточного федерального округа 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Сотрудники ГИБДД города Якутска начали активные мероприятия по профилактике и предотвращению аварий на дорогах с участием несовершеннолетних детей. Так, ежедневно проходят патрулирование инспекторов вблизи общеобразовательных организаций, классные часы на тему безопасного поведения на дороге и проведения акций «Пешеходы на переходе». В рамках проекта сотрудники ГИБДД совместно со студентами отряда правопорядка ДПС СВФУ патрулируют оживленные участки дорог в городе Якутске, раздают листовки пешеходам и проводят профилактическую беседу с родителями и их детьми. С началом учебного года у нас в день 3 раза, то есть утром, когда дети идут в школу, днем, когда они сменяются, и вечером, когда они заканчивают, на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений у нас выходит пеший наряд. То есть инспекторы стоят на пешеходных переходах и работают с детьми, с пешеходами. Если смотреть по статистике, то с начала года у нас более 50 ДТП с участием детей, и дети получили травмы. Там есть и дети-пешеходы, дети-велосипедисты, также есть еще и дети-водители. На территории столицы республики планируется строительство круглогодичных школ. Для этого, в частности, предполагается реновация детских лагерей в окрестностях Якутска. Так, на месте детского лагеря имени Каландарашвили, Спутник, Бинго, Родничок рассматривается возможность возведения круглогодичных образовательных учреждений. Отмечается, что в учебное время это будет школа, а в летнее время – лагерь. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Национальный парк Ленские столбы посетила экспедиция Байкал-Аляска. Маршрут делегации проходит по следам Амурской экспедиции 1854 года. Байкала, Амур, Охотское море, Якутск и Иркутск. Отметим, что экспедиция впервые за 4 года похода движется по воде в это время. Обычно она завершалась до сентября, когда погода гораздо менее благосклонна к путешественникам. Экологический центр «Алроса» провел ежегодный субботник «Сделаем». Очистка территории прошла на 3 участках в Мирном. В этом году к акции экологического центра подключились сотрудники комитета по имущественным отношениям, капитально-строительного управления, администрации и Мирнинского комитета по охране природы. Студенты также проявили активное участие. Результатами субботника экологи остались довольны. Количество бытового мусора уменьшилось. По мнению Алены Дьяконовой, исполняющей обязанности заместителя руководителя экологического центра «Алроса», ежегодные субботники дают положительный эффект. Люди не мусорят там, где уже чисто. Проведение субботников, проведение каких-то общественных мероприятий, да, с привлечением в том числе молодежи, на мой взгляд, на наш взгляд, способствует в целом экологическому просвещению населения, что не может благополучно сказаться в целом на жизни каждого человека в нашем любимом городе. То есть экология начинается с каждого из нас. Призываем всех быть ответственными, не мусорить там, где не надо. Программа «Пушкинская карта» направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 сентября 13 миллионов граждан России могут получить Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3000 рублей. Эти деньги можно потратить только в учреждениях культуры, то есть музеях и театрах. В Якутии в настоящее время к федеральному проекту присоединились 5 учреждений. Чтобы получить Пушкинскую карту в электронном виде, молодые люди должны создать учетную запись на портале Госуслуги. Скачать на гаджет приложение госуслуги.культура и с его помощью выпустить виртуальную карту. На ней уже будет доступно 3000 рублей. Спасибо, Валерия. В России продолжается крупный федеральный проект «Большие гастроли». Благодаря ему театры со всей России имеют возможность гастролировать. И не так давно в Якутск приезжала труппа Ярославского театра. Сейчас наш русский театр находится на гастролях во Владивостоке. Труппа театра оперы и балета также в рамках этой программы была с гастролями в Уфе, Казани, Ульяновске. И сейчас с ответным визитом к нам в город пожаловали артисты Ульяновского драматического театра. И у нас в гостях сегодня Михаил Попов, заслуженный артист России, и Дарья Долматова, актриса Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Доброе утро. Доброе утро. В Якутск вы приехали в рамках проекта «Большие гастроли». И вот это первый гастрольный опыт по этой программе? Нет, вот в рамках программы «Большие обменные гастроли» мы также были во Владикавказе несколько лет назад тоже. Ну и вот теперь Якутск. Как вы оцениваете эту программу? Ну, я считаю, что это действительно замечательный шанс посмотреть, ну, нам-то посмотреть, понятное дело, город и проверить себя на другую, скажем так, публику, да, на ту, которая к нам не привыкла, которая с нами не знакома. И замечательный шанс, конечно, для зрителя, для горожан познакомиться с труппами совершенно других городов. Возможно, в которых они никогда не побывают. Возможно, да, что они там даже никогда и не окажутся. Недавно труппа нашего театра оперы и балета была у вас в Ульяновске. Да. Как вам работа наших коллег? Замечательно. Вот многие зрители, просто я тоже слышала и оценки, оценивают вашу труппу музыкальную просто как величайших профессионалов. Ну и я правда скажу, и это не лесть никакая, а балета такого уровня, не побоюсь этого слова, Ульяновск не видел. Потому что, конечно, к нам заезжают какие-то балетные труппы, но чаще всего это какие-то, не знаю, возможно, сбитые специально прямо вот на эту поездку. И когда действительно приезжает республиканский театр, просто действительно очень с качественным репертуаром, с замечательными профессионалами, ну то есть зритель это понял, то есть это здорово. Ну, я не могу не спросить, как вам сам город Якутск? Вот вы приехали, посмотрели. И я знаю один секретик, который мы с вами уже успели обсудить. Делитесь с нашими зрителями. Но дело в том, что да, в городе Якутске я не впервые, в городе Якутске я выросла, практически родилась в нем, можно так сказать, но провела все свое детство. И вот спустя 27 лет вот я вновь оказываюсь на якутской земле. Узнаете город? Конечно.
Конечно, я узнаю город. Разумеется, он изменился. То есть, 30 лет прошли, наверное, недаром и для меня, и для города. Но, тем не менее, то есть я вчера вот прошла всеми своими знакомыми тропками. Я дошла до школы номер 26, где я училась, до школы номер 21, где я училась. Прошла по своим адресам. И да, конечно, я вижу, что много стеклянных новостроек каких-то, то есть практически сокращен в ноль частный сектор, да, но при этом, при всем, атмосфера, она осталась прежняя, и сейчас заплачу. И даже вот я иду, и я чувствую, мужу говорю, Леша, говорю, чувствуешь запах? Говорю, пахнет вот сырой травой. Я говорю, вот так, говорю, пахло у меня в детстве. Ну, это здорово. Это очень трогательно, Михаил. Вы приехали с несколькими спектаклями. Давайте расскажем зрителям о том репертуаре, который вы привезли. Ну, вообще, в Ленском театре репертуар очень обширный и, так скажем, качественный. У нас много классических спектаклей. Но мы выбрали для этих гастролей 4 спектакля, объединенных одной темой. Темой любви. Вечной. Ну, как говорят, любви все возрасты покорны. Поэтому зритель очень любит эту тему и ее понимает, потому что в любви, ну, нет каких-то препятствий непонятных. И, наверное, это будет самый простой способ пробиться к сердцам зрителей. Мы привезли 4 спектакля. Это «Бедная Лиза», «Любовный квадрат», «Кадриль» и «Завещание». А можно поподробнее о каждом? Если позволите, да? Спектакль «Кадриль» поставлен по пьесе Владимира Гуркина, замечательного драматурга, сибиряка. Именно он является автором такой пьесы, допустим, как «Любовь и голуби», да, ставшей просто культовым фильмом. То есть вот, значит, «Кадриль». А «Бедная Лиза», наверное, когда изначально задумали его ставить, немаловажен оказался тот факт, что Карамзин-то, скажем так, наш симбирский земляк. То есть он из Симбирска, из Ульяновска. А «Бедная Лиза», опять же, тоже вот я повторюсь, для меня, как для исполнительницы, и я думаю, что для зрителя, который увидит этот спектакль, я думаю, что он не будет смотреться какой-то такой архаичной, с полки снятой, пыльной там прозой сентиментальной, да. То есть он, действительно, правильно вы сказали, он переведен на язык любви. И я думаю, что вот молодым людям сегодняшнего дня, юношам, девушкам, там это будет все понятно, и эти Ираст и Лиза, они станут не просто какие-то книжные герои, а люди, попавшие, ну, в сложную, скажем так, ситуацию, да, и любовь их привела там к какому-то очень трагическому, до финалу, как мы знаем. Мы сейчас немножко прервемся и обязательно вернемся к обсуждению. Оставайтесь с нами. Хорошо. Доброе утро. Я напоминаю, что мы возвращаемся к теме талантов. И сейчас у нас в гостях мы продолжаем тему больших гастролей с Михаилом Петровым, заслуженным артистом России, и Дарьей Долматовой, актрисой театра актрисой Ульяновского театра. Еще раз доброе утро. Мы остановились на спектакле «Бедная Лиза». И давайте продолжим, собственно, что дальше. Хорошо. Следующий, скажем так, номер нашей программы – это спектакль «Любовный квадрат», поставленный по пьесе армянского драматурга, это женщина, Карина Хадикян, поставленный Акопом Казанчаном. Дело в том, что, опять же, мы знакомы лично и с драматургом, неоднократно были в Армении. О чем спектакль? Вообще, в принципе, мне кажется, все пьесы Карины Хадикян, они всегда про женщину. Про женщину в разные периоды ее жизни. И при этом, при всем, она вот является каким-то таким очень тонким знатоком женской психологии. И благодаря этому, наверное, вот ее пьесы, они даже маленечко, на мой взгляд, архетипичны, что ли, потому что, ну, действительно, они понятны многим. То есть и наш спектакль, ну что там есть жена, там есть любовница, там есть еще одна любовница, ну дальше я уж не буду рассказывать, да, но так или иначе. И, конечно же, там есть мужчина, вокруг которого кружатся, скажем так, да, все эти героини. И мне кажется, что в зрительном зале всегда та или иная зрительница
в чем успех этого спектакля? Просто они ставят себя, ну, если не на первое место, то на второе, если не на второе, то на третье. То есть, ну, опять же, про любовь. Про любовь. Найдет свою роль каждая, в Да, общем-то. конечно. Но все хотят быть номером один, конечно. И у меня был для вас вопрос о том, что вы, наверное, впервые в Якутске, но так как я узнала, что вы, Дарья, уже здесь, собственно, прожили достаточно долго. Михаил, вам как Якутск? И когда вы узнали, что вы едете в самый холодный город России, как вы на это отреагировали? Может быть, не самый холодный, потому что мы с Дашей, так скажем, представители северных народов. Даша родилась в Якутске, а я родился тоже на севере. Это под Мурманском. Там тоже холодно. А с Дашей мы встретились между двух северных точек. Ульяновске. Нет, встретились как коллеги, конечно. У Даши замечательная семья, сын. Все в порядке. Вот. Как вам город? Город, ну я уже говорил, я, в принципе, еще не успел его посмотреть. Я был только на одной улице, ну и в центре походил, посмотрел. Вот расскажите зрителям нашим впечатления об этом. И как вам площадка театра? Вот, может быть, вы расскажете тоже, как вы... Новый паркет, новая театральная сцена. Как вы здесь мы ее еще не обосновались? видели. Вы еще не видели? Нет. Когда у вас Завтра будет дебют? сюрпризом. Завтра мы начинаем свой гастрольный, скажем так, уже тур, если можно так сказать. И вот с утра у нас репетиция, вечером уже спектакль. А сегодня там заходят работать службы, монтировщики, осветители, то есть вот все те люди, которые делают спектакль уже действительно произведением искусства, актом искусства. Вот скажите, ваши спектакли, они более классические, по классическому варианту будут сделаны? Либо это что-то модерновое, абсолютно новое? Нет, они не модерновые, это точно. Вот, скажем так, самые классические, расклассические спектакли нашего гастрольного набора, как раз спектакль «Завещание», да, по пьесе Крыма. То есть там действительно, там очень такая красивая декорация, там исторические костюмы. То есть вот он. Я бы не назвал его таким классическим. Но если потому что сравнивать... просто как зрители относятся к Дон Жуану. Ну, всем известно, что это за человек. Конечно. А то, что этот человек любил, а не просто, как его называют, бабником. И он ради этой любви, он нарушил даже заповедь, чтобы сделать кого-то другого счастливее. Расскажите, вы во всех 4 спектаклях заняты? Я вот занята в 3. В 3, кроме «Завещания». Да, а я в одном, кроме 3. Ну, так складывается репертуар гастрольный. А как вообще относитесь к тому, что сейчас очень много модерного такого искусства и вообще к такому искусству в театре, когда в театре вводят вот эти новые все совершенно, может быть, не классические, не привычные актерам роли или интерпретации этих или иных романов? Ну, я поняла, наверное, вопрос. Я отношусь, на самом деле, ну, являюсь представительницей профессии, скажем так, да, с театром связанной, я отношусь всегда с интересом. Это интересно, ну, потому что театр, как, ну, и любая индустрия, там, плохое слово, конечно, ну, бог с ним, какое есть. Он же развивается, то есть он тоже куда-то идет, и на каком-то этапе своего развития может казаться, что каких-то привычных театральных способов там, да, выразительности перестает хватать. То есть откуда вот возникает вот эта вот потребность, да, в каких-то новаторствах? Мне кажется, это из-за этого. Если это с мыслью, если это со смыслом, с каким-то там, да, то почему нет? Почему нет? Единственное, чего я не приемлю категорически, но это, опять же, мое личное мнение, возможно, оно отличается от мнения большинства. Новаторство ради новаторства. Вот это я не люблю. Ну, наверное, как любой человек. Скажем так, вот на потребу публики просто ради того, чтобы удивить, нет. А если есть потребность действительно как-то там, я не знаю, ввести там видеоэкран, но это уже тоже не новаторство, уже даже уже вчерашний день, там еще что-то. Ну, почему нет? Михаил, а вы как считаете? Ну, я как представитель старого поколения все-таки немножко с осторожностью к этому отношусь, потому что, на мой взгляд, это другое искусство. Оно уже сделанное, и не театр. Мы его просто используем. Ну да.
И сейчас я попрошу вас обратиться к нашим зрителям, пригласить их на ваши спектакли, и потому что я думаю, что они уже, конечно, заинтересованы, но заинтересуйте их так, чтобы они сейчас бежали и взяли билеты. Но если тема любви вас все-таки как-то трогает, задевает, то приходите. Да, дорогие друзья, мы очень волнуемся перед встречей с вами, с якутским зрителем, потому что это нам профессиональная проверка, да, и вообще, в принципе, очень волнительно выходить на какую-то новую аудиторию. Приходите, мы будем вам очень рады. Спасибо вам большое, спасибо, что вы этим утром пришли к нам в студию, спасибо, что наполнили нашу студию талантом своим, который чувствуется вот прям даже на расстоянии. Благодарю вас. Спасибо большое. А мы сейчас переходим к рубрике «Полезные советы». Закончился сезон отпусков. Многие вышли на работу и учебу, но наш организм часто сопротивляется и не хочет переставать отдыхать. Мы же представляем вам несколько советов, которые помогут вам взбодриться и чувствовать себя хорошо в течение всего дня. Избегайте работы в темных помещениях. В темноте организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, также известный как гормон сна. И человек чувствует усталость и сонливость. Добавьте в кабинет свет, откройте окна или включите лампы. Хорошенько взбодриться поможет быстрая ритмичная музыка. Еще лучше, если вы будете слегка подпевать или пританцовывать ей в такт. В обеденный перерыв постарайтесь отказаться от обильной и тяжелой пищи. В противном случае организм бросит всю энергию на ее переваривание, а вы почувствуете усталость и сонливость. Лучше сделайте выбор в пользу фруктов или овощей, или же разбейте свой обед на несколько небольших перекусов. Также можно прибегнуть к акупунктуре, воздействию на определенные точки организма, которые помогут вам взбодриться. Разотрите пальцами ушные раковины, помассируйте нос и виски, разотрите ладони. А еще можно приготовить энергетический напиток. 3 чайных пакетика заварите в 250 граммах горячей воды. Добавьте 10-15 дрожжей аскорбиновой кислоты. Подождите, пока витаминки растворятся. Добавьте 250 граммов холодной воды, дайте напитку остыть и пейте в течение рабочего дня. Тысячи желтых резиновых утят в минувшее воскресенье поверхность реки Грейт заполонила в городе Кентербери на юге-востоке Англии. Здесь проходили ежегодные соревнования, посмотреть на которые приходят взрослые и дети. В рамках турнира в воду сбрасывается около 4000 резиновых утят. Каждому из них присвоен порядковый номер. Любой желающий всего за 1 фунт может стать спонсором одной из игрушек. Победителем становится тот, чья утка раньше остальных достигнет финиша. Обладатель первого места получает приз в размере 250 фунтов. Это примерно 25 тысяч рублей. Серебряный призер награждается 100 фунтами, около 10 тысяч рублей. А те, кто займет 3-е и 4-е места, получат подарочные карты. Остальные собранные деньги идут на благотворительность. Кроме того, попытать счастье можно не только индивидуально, но и, например, всем офисам, проспонсировав корпоративного утенка за 25 фунтов. Победителю достается ящик шампанского. Ну и на этом у нас сегодня все. Спасибо, что вы провели это утро с нами. А завтра мы с вами встретимся в это же время, в этом же месте. И присылайте на сообщение в WhatsApp 8 914 273 44 88 и подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт «Утро Якутии». Вбивайте в поиски и сразу же нас находите. Мы ждем ваши лайки, комментарии и подписки. Хорошего вам дня. До свидания.